Здравствуйте, смотрите в сегодняшнем выпуске. Город Аркадак получил сертификат совершенства от университета Ханчжоу Дьянцзы. Туркменистан и Армения проведут совместные мероприятия в сферах культуры, науки и спорта. Туркменские теннисисты вышли в четвертьфинал командного чемпионата мира в Турции и другие новости. В городе Аркадак состоялась торжественная церемония вручения сертификата совершенства Китайского университета Ханчжоу Дьянцзы. Этот престижный документ признает Аркадак выдающимся зеленым и экологически чистым умным городом. В мероприятии приняли участие руководители города, посол КНР в Туркменистане Цянь Найчен, почетные старейшины и представители молодежи. Церемония прошла в главном корпусе Международной академии коневодства имени Аба Аннаева. Посол Туркменистана в Республике Армения Мухаммед Гельды Аязов и заместитель министра образования, науки, культуры и спорта Армении Артур Мартиросян обсудили вопросы двусторонней повестки в культурно-гуманитарной, научной, образовательной и спортивной сферах. Были рассмотрены вопросы взаимного участия преподавателей вузов в международных семинарах и конференциях, а также участия студентов и школьников двух стран в тематических олимпиадах. В резиденции посла Турецкой Республики в Ашхабаде состоялся традиционный ифтар, объединивший представителей разных конфессий и общественных деятелей Туркменистана. На торжественном вечере, посвященном разговению в священный месяц Рамадан, присутствовали муфтий Туркменистана Ялкап Ходжагулиев, католические и православные священнослужители, что подчеркнуло межконфессиональный характер мероприятия. Почетными гостями ифтара также стали послы-резиденты аккредитованных в Туркменистане дипломатических миссий, сотрудники турецкого посольства, представители деловых кругов и администраторы турецко-туркменских образовательных учреждений. В Министерстве иностранных дел Туркменистана прошла официальная презентация национального плана действий по противодействию торговле людьми на 2025-2029 годы. Документ был утвержден постановлением президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова в январе 2025 года. На мероприятии присутствовали члены межведомственной комиссии по противодействию торговле людьми, а также представители дипломатических миссий и международных организаций, аккредитованных в стране. По словам участников встречи, принятие этого документа направлено на укрепление государственной системы защиты прав и свобод человека, выполнение международных обязательств Туркменистана, расширение гуманитарного сотрудничества с международными организациями и усиление работы по предотвращению угроз на национальном уровне. Рыбак из Перу, который считался пропавшим без вести почти 3 месяца, был обнаружен живым в территориальных водах Эквадора. Напа Кастро в последний раз выходил на связь 7 декабря 2024 года, когда отправился на промысел на своей лодке «Гатон-2» из порта Маркона. Мужчина поддерживал контакт с семьей первое время, однако спустя 10 дней связь с ним прервалась, когда он находился примерно в 40 милях от острова Санта-Роса. Близкие рыбака незамедлительно обратились в соответствующие службы, однако поисково-спасательная операция не дала результатов. Местонахождение Напы Кастро оставалось неизвестным на протяжении 84 дней. Перуанца в критическом состоянии обнаружил экипаж эквадорского рыболовецкого судна. К моменту спасения мужчина страдал от сильного обезвоживания, поскольку последние 2 недели провел без питьевой воды. У Марии Бранис Мореры, родившейся в США и считавшейся старейшим человеком в мире до своей смерти, в 117-летнем возрасте ученые выявили уникальные омолаживающие гены. Ученые, изучавшие микробиом и ДНК Бранис, еще при ее жизни установили, что унаследованный ею генетический материал позволял клеткам ощущать себя так, как будто они на 17 лет моложе их фактического возраста. Команда ученых обнаружила, что Бранис сохраняла ясность ума практически до конца жизни. Основные проблемы со здоровьем, с которыми она сталкивалась на протяжении своих долгих лет, ограничивались суставными болями и снижением слуха. Сборная Туркменистана по теннису успешно дебютировала на престижном турнире ITF Masters World Team Championship, проходящем в турецком Манавгате. Национальная команда возрастной категории 30+ лет пробилась в четвертьфинал соревнований, где выступают 12 сильнейших сборных мира. На групповом этапе туркменистанцы уступили команде Великобритании со счетом 0-3, но в решающем поединке за выход в четвертьфинал одержали важную победу над сборной Канады. В четвертьфинале туркменские теннисисты встретятся с командой Индии. На сегодня это все. Желаю вам хорошего завершения дня. Увидимся завтра. И не забывайте, что Туркменпортал – ваш самый надежный источник новостей.